Ахмад Масуд рассказал про реальную ситуацию с Афганистаном и какая угроза есть для всех стран Центральной Азии. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Ахмад Масуд, лидер Национального фронта сопротивления Афганистана, заявил, что в нынешних условиях нет возможности вести серьезные переговоры с талибами. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью BBC. Однако он отметил, что есть признаки того, что талибы, которые не входят в состав высоких чинов движения, верят, что Афганистан является общим домом для всех. Сам Масуд надеется, что и на самом верху руководства Талибан будут убеждены в том, что решение проблемы Афганистана является политическим. Напомним, на прошлой неделе спутник Таджикистан сообщил со ссылкой на источник из Фронта национального сопротивления Афганистана, что Ахмад Масуд встретился с талибами в Душанбе в рамках конференции. Сообщалось, что цель конференции – найти политическое решение сложившегося кризиса и создать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана. Позже Фронт сопротивления опроверг сообщение о встрече своего лидера с талибами. В заявлении фронта говорилось: но талибы не верят в переговоры и мир, как и в прошлом стремятся удержать власть с помощью силы. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, сможет ли Фронт национального сопротивления договориться с талибами и чтобы в стране наконец-то пришел мир? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В интервью BBC Ахмад Масуд предупредил страны региона и мира, что если они не обратят внимания на текущую ситуацию, проблема Афганистана затронет всех их. Если политическая стабильность в Афганистане не будет восстановлена, террористические группировки будут использовать ситуацию в этой стране, чтобы нацелиться на страны региона и мира. Ситуация в Афганистане требует серьезного рассмотрения и внимания. Проблема Афганистана должна решаться политическим путем, легитимной системой, которая сотрудничает со всеми странами региона и мира, добавил Ахмад. Обращаясь к странам, которые хотят признать правительство талибов, лидер Фронта сопротивления сказал, что каждая страна, которая хочет их признать, без сомнения тоже несет ответственность за то, что происходит в нашей стране. Ахмад Масуд также отметил, что Фронт сопротивления добился больших успехов за эти 11 месяцев, и сейчас численность регулярных боевых сил составляет около 3000 человек. Мы прошли путь от ограниченной силы, от абсолютного нуля до точки, где сегодня у нас есть структурированная и организованная организация. Численность наших регулярных боевых частей на сегодняшний день составляет около 3000 человек, и она увеличивается, сказал он. Масуд сказал, что в их ближайших планах начало операции по выведению некоторых районов из-под контроля талибов. Ахмад Масуд также отметил, что их усилия направлены на то, чтобы показать как миру, так и народу Афганистана, что можно противостоять тирании с минимальными ресурсами, хоть это и очень сложно. Борьба с талибами – сложная задача. Без денег и необходимой военной техники наших ресурсов гораздо меньше по сравнению с талибами. Но мотивация – это ключ к победе любого движения, говорит он. А как вы относитесь к движению Фронта национального сопротивления? И как вы думаете, им удастся задуманное? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы ко всему этому относитесь. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!